Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги на 8–10%. Подорожание вступит в силу с начала лета и связано с расходами на исполнение закона Яровой. Несмотря на то, что правительство снизило требования по хранению информации, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов. По закону Яровой с 1 июля 2018 года операторы должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения в течение 6 месяцев. Изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей – 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение 5 лет. Новый глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов начал прорабатывать возможность докапитализации госкорпорации, чтобы обеспечить ликвидностью выдачу льготных кредитов. Он намерен превратить Внешэкономбанк в финансовый инструмент исполнения майского указа президента и источник средств для крупных инфраструктурных и цифровых проектов. Минфину с нами вместе предстоит пройти этот путь расчета, чтобы заемные средства были по ставке таковы, какими они должны быть для Института развития и отличались от ставок коммерческих банков, сказал Шувалов. Минфин пока прогнозов не дает, отмечая, что для определения объемов и сроков докапитализации необходимо детальное финансово-экономическое обоснование. Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2017 год. Из него следует, что средний размер страховой пенсии по старости увеличился за истекший период на 589 рублей и на конец 2017 года составил 13 762 рубля. Социальная пенсия увеличилась на 152 рубля и составила 8 797 рублей. А в соответствии с законодательством с 1 февраля 2017 года размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и пособия на погребение были увеличены на 5,4%. Материнский капитал на 2017 год устанавливался в размере 453 026 рублей. До конца текущего года в России поднимут пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, которое выплачивают работодатели. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина. В настоящее время пособие выплачивается матерям детей от 1,5 до 3 лет в размере 50 рублей в месяц. По мнению опрошенных изданием экспертов, данные выплаты должно взять на себя государство. Размер пособия должен устанавливаться в индивидуальном порядке в зависимости от финансового положения конкретной семьи. Законопроект об освобождении внутренних перевозок от налога на добавленную стоимость в регионы Дальневосточного федерального округа одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства Российской Федерации. Ставку НДС в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа в регионы Дальневосточного федерального округа, в том числе в Якутию, предлагается установить в размере 0%. До сих пор она составляла 10%. Напомним, что обнуление НДС для авиаперевозчиков уже действует на территории Республики Крым, города Севастополя и Калининградской области. Спрос на облигации Якутии на московской бирже превысил предложение более чем в 6,6 раза, сообщили в Министерстве финансов Республики. Объем выпуска составил 5 миллиардов 500 миллионов рублей, ставка 7,55% годовых, срок обращения займа 7 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. В ходе размещения получено 22 заявки общим объемом свыше 36 миллиардов рублей. Денежные средства от размещения новой эмиссии облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств республики. Предварительный ущерб автомобильным дорогам Якутии от весеннего паводка составляет около 350 миллионов рублей. Об этом в ходе совещания 29 мая сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Винокуров. По предварительным данным, сумма ущерба по региональным дорогам составляет 200 миллионов рублей. По муниципальным дорогам нам поступили заявки на сумму около 500 миллионов рублей. Но специалисты ведомства сейчас продолжают оценивать ущерб. В целом сумма предварительного ущерба составляет около 350 миллионов рублей, сказал министр. Также он сообщил, что на региональных и муниципальных дорогах всего было размыто 379 участков. Семьи, получающие пособие на ребенка и пострадавшие от паводка в Якутии, могут получить авансовые выплаты за детей за 3 месяца вперед, сообщила пресс-служба Минтруда Якутии. Данное решение принято правительством республики в качестве дополнительной меры социальной поддержки граждан, пострадавших от весеннего паводка. Выплаты будут произведены в заявительном порядке через районные управления социальной защиты не позднее 1 месяца со дня отмены режима чрезвычайной ситуации. На сегодня сбор заявлений начался в Кобяйском, Усть-Алданском и Хангаласском районах.
Также порядок авансовой выплаты детских пособий будет применяться в случаях других стихийных бедствий, катастроф, аварий и прочих опасных явлений при объявлении режима чрезвычайной ситуации местного, регионального и федерального уровня. Закредитованность населения продолжает расти. Средний долг на душу населения перед банками и микрофинансовыми организациями в России уже превысил 160 тысяч рублей. Этот показатель продолжит расти, прогнозируют участники рынка микрозаймов. Наиболее высокие показатели в Уральском федеральном округе – 208 тысяч рублей на душу населения, в Санкт-Петербурге – 192 тысячи рублей, в Москве – 188 тысяч рублей, в Дальневосточном федеральном округе – 186 тысяч рублей на душу населения. Лидерство именно этих субъектов Российской Федерации специалисты объясняют тем, что в России развивается американская модель потребительского поведения, когда люди, имеющие в своем распоряжении большее количество денег, склонны тратить еще больше, для чего прибегают к использованию кредитов. Тем временем средний размер микрозайма, так называемого займа до зарплаты, за последний год снизился почти на четверть, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Здесь считают, что показатель может падать из-за возросшей конкуренции с банками и снижения доходов основной аудитории микрофинансовых организаций. По итогам прошлого года объем суммарных выдач микрозаймов вырос почти на 31,2% до 256 миллиардов 100 миллионов рублей. При этом совокупная чистая прибыль МФО упала на 33,4% до 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Об этом говорилось в последнем годовом отчете Банка России. Государственная Дума планирует 7 июня рассмотреть в первом чтении законопроект об увеличении расходов федерального бюджета в 2018 году на 61 миллиард 900 миллионов рублей. Общий объем доходов бюджета текущего года увеличивается на 1 триллион 815 миллиардов рублей до 17 триллионов 73 миллионов рублей или на 17,4% ВВП. А общий объем расходов составит, согласно законопроекту, 16 триллионов 591 миллиард рублей или 16,9% ВВП. Номинальная величина профицита бюджета таким образом составит 481 миллиард 800 миллионов рублей или 0,5% ВВП. Пока же действующей редакцией закона о бюджете утвержден дефицит в объеме 1 триллион 271 миллиард рублей или 1,3% ВВП. На этом все. Оставайтесь с нами на Якутия 24.